Информационная программа «Вести кудым карвилиш тиангат», студия Андрина Батуева. Бур рыд дженда талоня тема азилиш. Прикаммен по нас учинтны каиннезлиш лыд сычаммок сутатом районнезын. Вильтехнология с очлан пыртана уджа, кычам надоезын помалис полем год СПК Россия. Каиннез очлан петен округиш деревнез ол исчезну рашина сичкчвар пивер масвайны уджит шог. Все произошло за пару минут, но в памяти Юрия Елухова осталось каждое мгновение. Вот этой самой метлой отбивал своего трехмесячного щенка от волка. Хищник зашел во двор прямо посреди бела дня. Мужчина спасти собаку не смог. Метлу взял, спустился по хребцу волку. Остановился, я догнал и еще раз ударил. И он все, побежал туда. Сразу сообщил в Министерство природных ресурсов. Охотинспекторы добыли дневного налетчика. Это был первый раз, когда волк вышел непосредственно в населенный пункт. Возле населенных пунктов, да, конечно, они ходят, но в населенный пункт они не выходили. Правда, на этом проблемы не закончились. На следующий день новый зверь зашел в деревню и снова днем. Мы увидели, как бы жена с детьми выйдет через окно. Они увидели, сюда подбежал, посмотрел и обратно убежал. Волка Алексей Полуянов видел в деревне вместе с женой и детьми. Он пробежал по соседнему огороду, увидел людей и ушел обратно. Теперь родные Алексея выходить из дома боятся даже до магазина. 3 часа днем было. 4 часа по новому это волк вышел. И в 6 часов вечера вышел. Достается не только деревне Сенина, но и соседним поселкам. На людей хищники не нападают, довольствуются домашними собаками. По словам местных жителей, волки продолжают выходить в населенные пункты. Как говорят, охотники видели стаю из 4 особей. Но несмотря на это, снова готовятся в лес на охоту. За себя не боятся, страшно только за своих питомцев. У нас в прошлом году я лично потерял свою собаку. Да. Я тоже натерял позапрошлом году. Хорошие собаки, тут элитные собаки. По словам охотоведов, всего в Пермском крае насчитывается более 500 волков. Поэтому в нынешнем году специалисты Министерства природных ресурсов продолжат регулирование численности хищников. В первую очередь разрешение на добычу получат охотинспекторы. А Юрий Елухов пока что из дома лишний раз старается не выходить. Да и оставшуюся собаку держит в доме. Ведь на улице сейчас небезопасно. Дмитрий Буланов, Вести, Пермь. Медбе шог мнем умали суфтатамок чинтны каинне злешилыд. Прикамьен примитом решению джимлявны быд районыш кагдас хищникан. Сельское хозяйство вильтехнология зерманшетны унаев. Округиш передовой СПК поднал из колем год ев черти бур показатель лезан. СПК Россия виджаса с хозяйством 1666 даст как мысас. Тик 1000 пыра фуражная зланлыда. Сиджа быттана молодняк и пода осляйвала. Унаев ныг дариш округлашитын татыш масоккез. Колем года колхозом выштится 1000 тоннез. По году мы надоили в нашем хозяйстве 6,5 тысяч тонн молока на одну фуражную голову. Если считать в общем по нашему хозяйству, надоили 56 тысяч тонн молока. Средняя цена реализации молока на 1 литр составила около 22 рублей, а общая сумма 121 миллион. Россияна вузалися когда с миллион было яй. Тыртиса год лишь пашкет план. Надой е содиса, а вот ее было дон эйз веши. Хозяйство шета сие когда с витрубан. Выполнили за 2018 год наши условия. Это продали 10% от фуражного стада поголовья. Были проданы телки и нетели. Реализовали именно в Пермском крае. У нас купили наши крестьянско-фермерские хозяйства. Купили другие хозяйства. Все остались очень довольны. У нас у некоторых уже телились эти нетели и дают уже молоко. На сегодняшний день мы доим где-то 16,5, до 17 чуть не дошли, как бы, это суточная дневная воловка молока. А на одну фуражную голову это где-то 17-18 литров. Фермерзиш дожирайта мыссыз очлан вердена жмыкан кукурузан и щетина колана витаминнез. Нывка из лакадна неважен пиалиса, щетина шоянгат пиж сия мыссыз радейтана медьона. Писса любите на шойны. Аксянатты кудимира няньца любитам шойны. Сиди мыссыз писса вичина. Конечно, не катаешь, это наш, но вичина он юрит септамаш. Мир финию такерам джамка был. Мыка. Вы не только для нас, для и чтобы для народа.
Тава колхозники звучительно подас монокормвала. Тава негожман мысли за спондаса вердны откодя. Медбывыштыны унаев. Сейчас идет круглогодично монокорм, то есть однотипный тип кормления. В летнее время мы в этом году уже не планируем выходить на зеленые корма. То есть в летнее время мы будем так же кормить, как кормим зимой. То есть только грубыми кормами силос, сенаж и концентраты. То есть на зеленый корм выходить уже не будем. Результат – это очкосья петный бур. Тат еще в пыр высшая категория. И совершенствует она не только молочный комплекс. Медбукуканни с шогми сокрепытащ да здороваешь. Россиян бочтится вельготки же УЗИ аппарат. Ся мычала БДС мойкол дадны специалисты зла. Мониторовала петена БДС показателез. Виль технология из хозяйства медшер мог дисколасын. Именно этим комплексе сайен. И буржук Оланс да перспектива сельское хозяйство. Ирина Батоева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Кудымкарский район сельпо отир тадена кыршерти, например, Кувинское лишнее кыр оссорала. Посадыш сельское потребительское общество, уналагленича аслас продукциан. Куваиш сельпо мясной цех вуджис это здание 2014 года. Производство когда исич гленичес кулинарный кужа мезен. Сиакачен продукция лишь ассортимент пашкатиса сельпо пондискер науна бытко дяя шоян да стряпня. Более 10 лет мы делали только пельмени. Их было 5 видов. В настоящее время мы производим более 100 видов продукции. И к ним добавился еще список пельменей, расширился список полуфабрикатов. Кроме этого мы делаем колбасные изделия 4 видов. Также вырабатываем мы ливерную колбасу, и она называется домашняя, по старым кунпермятским рецептам. Приготавливаем изделия в желе, соответственно, это заливные и холодцы. Шпики соленые, закусочные. Вся эта продукция у нас составляет более 100 видов. Мясный цехан уджал на как ямы сморт, нывка с боякаш и чожащ быдуджвала, а сущань пондачина керны пельнянез. Уджин от Саши тестомес, обычным ковдасы спетана тория машина пычкат. Пельнянез понданя не быт и выснит, лишний сын не мабу. Парагн мед натуральный продукт из борщ да кукань яй, лук, сов и перец. Утром приходим, сначала фасуем пельмени, которые будут выработка вчерашняя, например. Пришли, спасывали. Потом одни девочки ставят тесто, другие чистят лук, третьи пропускают мясо. Норму дают, как мне. Сначала по 10 килограмм, потом по 15, перешли на 20. Ки коласын лашетом ковдасы спычка парок пукта на жалейток. Квачи жимчаску станывка эскерна пельняне лишь уджит партия. Каднтатан кынта на специальный камеран. Шоковая температура уфтын. Ситшо на специалистез. Асовщань не баране туяс истинно пельняне зрадей исчезла. Эт кувинская пельняне спычкан асла секрет. Лепят с любовью, стараются. Орчан мадик жирен сиджа старачена колбаса керищез. Колбасный цехн уджала фаршемашалка, кутер и шприц. Кужичкия инька из компермятской рецепты щерты керана округищ олище спонда ческат полезная колбаса. Нылан мог керн только вылан качество, натуральный продукт. Кишка вермаслона дас и унажик метр кожа. Этшем ливерный крендель злун коста петана уна, а турета могиш картав на сия осков. Инька излан асланас технология. Не обергатла на сия гаглян моз. Я все-таки поддерживаю того мнения, чтобы не было не стыдно людям в глаза смотреть. И сырье мы всегда качественное используем и местное. Соответственно, это сельхозпроизводители Компермятского округа. Сельпо леджа ашис продукция аслас логотипов-тын буршоян лоис кувалан бренден. Неавызьяна и корона одерс поддерживает на местные производители. Меддневно донажик, но натуральный продукт. Кытан нем умалис абу. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Юрлинский район париатис ашис юбилей. Кыч Зорама и Ола район. Виджета Оджлань.
Юрлинский районлан аркмамчан чулалис акмызда свитгод. Историческая мерка щерты неуджит, но точно период коста Луновща район больше Пермский край достойное место. А не русская острова территория и быдыслан олищез. Примите со поздравления из. Культура Керкун торжественный торгус чествует с районыш почетный олищезас. Татан Эмкин Велоровнячин и Кинчань бочный пример. Павла Петровича Иванова. Леонид Павлович Непарада. Виктора Егоровича Софина. Аслас экмыздас годдына район локтис ыджит вешемезен. Луновща территория, он аслас культура и самодеятельность. Творческий фольклорный коллектив вещилота на чужанин. Не в лунке же коллективе злощится культура Керкун неуджит выставка. Музейные экспонаты звештащины отер да уджилищ. Вот этой пряснице, она 1910 года. Вот здесь часы изображены, я так понимаю, и написано «Приди, мама», по-юрлински «Приди, мама». Ей пользуются до сих пор, вот с 10 года, это уже почти 100 лет. Вера Букреева уна год дозюрала народный коллективен, когда зорыта юрлинская традиция и обычаи. Юбилейная дата, 95 лет, это же история нашего района. Это люди, которые этот район создавали, это люди, которые Отечественную войну уходили у нас очень много жителей, даже вот нашей деревни Пош. Погибли очень многие. Это люди, которые после войны восстанавливали это все деревни. Это наши родители, наши предки. Ну а местный музей юрлалам пыдан история. Анатолий Бахматов ыкта и гижа сия оджлань. Район богат и тычина аслас вужжезан. Самое главное богатство района, конечно, люди, а здесь, кроме этого, еще в настоящее время и предыдущий лес. И вот лесная промышленность как развивалась. Раньше, вот первые только годы, как образовался район, возили лес на лошадях, пилили пилами, это лучший вариант, это лучковая пила, а потом уже возили на машинах, и, что интересно, изобрели ледяную дорогу Машкин Дмитрий на Кирьяновском лесопункте, и возили-то, вот машина грузовая везет целый эшелон дров. Вылиса и уна передовиккез. Фотография из Волнея кинез вывторен лепти саму. А передовиков много. Кавалер ордена Ленина Митрофанов Сергей Федорович, начальник лесопункта, Павлов, Сучкова, Цикала. А вот здесь первый из лесорубов, награжденный орденом Ленина, Ведерников Алексей Гаврилович в Сюзинском лесопункте. Он пилил, то есть, ну так скажем, заготовлял лес вот такой лучковой пилой столько, сколько сейчас бригада целая только может заготовить. Вот такой был Сучкоруб, и не зря он был награжден орденом Ленина. Вашкат дещань зорами земледелия, татан же олис и уджалис первый агроном Николай Филатов. Сия оштис колхозис да пыртис хозяйства виль технологиез, а ешетик интересный факт, и там не бэккат. Автором учебника природоведения для 3 класса, этот учебник выдержал 13 изданий, был наш земляк Мельчаков Леонид Федорович из деревни Сюнишова. Самородок кизен и мы вкада отерен богатая территория ола из урама оджлань. Барягут дескоста татан уна мы вешис. Мы вводим в эксплуатацию и дома культуры, и детские сады, и дороги, и ФАПы. Очень надеюсь, что в этом году начнется строительство детского сада на 240 мест в Юрле. И мы продолжим плодотворное сотрудничество со всеми теми, кто готов работать на нашей территории. И особые слова благодарности, конечно, жителям нашего района. Потому что это очень трудолюбивые люди. Люди, которые любят свой район, люди, которые любят свою землю. И всех их я поздравляю с юбилеем, с 95-летием. Точно юбилейная дата Юрла поздравить с министр. Округ Понда Кватнян района с Дона. Праздник – это возможность сказать спасибо всем тем, кто вносил свой вклад в социально-экономическое развитие района, и особо акцентировать внимание на тех, кто сегодня создает благополучие
и фундамент для будущего. И, конечно же, в этот день я хочу поздравить всех жителей Юрьевского района с замечательным праздником, 95-летием со дня образования района. Пожелать каждому здоровья, добра, благополучия в семьях, мира, а всему району развития и процветания. Шонут касьемес чуштиса бур атмосфера. Гажа вежалун юрлинса панталиса учит надеждан. Вот только все начинается. Село, скажем так, молодеет, молодежи очень много здесь. Эквыздас видгодки ждатиш олище злакожналиса бур кожин. Районный юбилейки же петис небег. Юрлинский районный юбилейки же петис вотечав небег тайны русского острова. Силен тираж 250 книга. Небег пычкангижем события с отир Данилан Олан Елищ. Юбилей луна культура киркун гажачем кыщис щор рытач. Русский остров чулети с ним лун бура. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Образование управления кора выпускников ештуны гижны ЕГЭ щетем было заявление из. Кудымкар администрация образование управления ушкет отдавала сроки с кодна коста выпускники из лакола ештуны гижны ЕГЭ щетем было заявление и оформить Никола на документы. Подходит к концу январь, и это значит, что считанные дни остались у выпускников школ прошлых лет и студентов учреждения СПО для подачи заявления на участие в ЕГЭ в этом году. Заявления они могут подать в управление образования, но очень важно, что последний день приема заявлений 1 февраля. Это важно, и на этом я еще раз акцентирую внимание. К заявлению необходимо приложить копии паспорта, СНИЛС, и аттестата о среднем образовании или диплома о профессиональном образовании. Студентам, которые еще учатся, необходимо приложить справку из своего учреждения о том, что они осваивают программу среднего общего образования. Заявления могут быть поданы и родителями за своего ребенка, но при этом необходима обязательно доверенность от нотариуса. Мед понял, что на экзамене считаем четвертый шанс, кол термаш на гижну заявлению, керне это туя быть муниципалитетен. После 1 февраля тоже можно подать заявление на ЕГЭ, но решение о допуске либо недопуске к ЕГЭ принимает только Государственная экзаменационная комиссия Пермского края. Такое решение может быть принято в случае, если документально подтверждена уважительная причина, по которой отсутствовала возможность у заявителя в период с 1 декабря 2018 года до 1 февраля 2019 подать заявление. Я обращаюсь к родителям, родственникам, педагогам и прошу напомнить тем, кто хочет сдать в этом году ЕГЭ, о том, что нужно подать заявление до 1 февраля 2019 года. Компермятское округ делает черты министерства Юортен национальная культура и искусство премия с бочтем была конкурс елищ. Национальная культура и искусство премия с бочтем была конкурс Компермятское округ чулата на быт год. Претенденты засвечища на трудовые коллективы здесь, общественные объединения здесь, инициативная группа здесь, среди самоуправления органы здесь. Премия вручается в 6 номинациях: музееведение, краеведение, книгоиздание, библиотечное дело, музыкальное искусство, декоративно-прикладное, изобразительное, кино-фотоискусство, общественно значимые акции, проекты, мероприятия, а также театральное искусство. Беденеса Кинкасия участвует на министерство корочетный конкурс в документы с Мартлан Медоджалунадж. Право выдвигать на премию предоставлено органам местного самоуправления, трудовым коллективам, общественным организациям, а также простым людям с улицы, что называется, которые могут объединиться в инициативные группы и выдвинуть достойных, по их мнению, людей. По положению о премиях документы перечислены, хотя это не исчерпывающий перечень. И всем, кто выдвигает, необходимо помнить, что члены комиссии могли не быть на этих мероприятиях или не видеть эти работы, которые представлены на конкурс. Поэтому необходимо помнить, что это должно быть такое количество документов, достаточное для того, чтобы понять, это замечательная работа, это замечательный проект, и этому проекту, этой работе нельзя не присуждать премию. Виль года Компермятский этнокультурный центр лощатис Вильвермащаммез.
Этнокультурный центр Пондочина Куим вел творческий конкурс, который вермаса участвует на Чилядь и Уджтез. 15 февраля мы проводим уже 7-й раз конкурс, межмуниципальный конкурс чтецов Ловья-Говк, где нужно прочитать стихотворение коми-пермяцких авторов на коми-пермяцком стихотворение или прозу коми-пермяцких авторов на коми-пермяцком языке. Второй конкурс, по которому мы тоже много работаем, и уже звонят нам из Пермского края, это тоже уже ставший таким известным конкурс декоративно-прикладного творчества для детей и юношества «Узоры Пармы». Тема этого конкурса – это орнамент народов, проживающих на территории Пермского края. Можно прислать работы в любой технике, из любых материалов. Главное, чтобы они отражали орнамент того или другого народа, который живет на территории нашего края. Заявки принимаются, заявки и работы до 7 марта принимаем, а открытие состоится 15 марта. Вились чулалас унезн родита на конкурс «Горд Минамзарния». Это конкурс детских социальных проектов «Горд Минамзарния», когда ребята, как и взрослые, изменяют жизнь к лучшему, стараются изменить команды, придумывают какой-то проект определенный. В этом году конкурс по 4 направлениям. Это уличная социальная работа, посвященная году театра. Это могут быть мероприятия, посвященные Международному году языков коренных народов, объявленной Организацией Объединенных Наций. Это мероприятия, которые посвящены межпоколенческим связям. То есть вот такие вот мероприятия будут. И это было мианталум быдас велич панташа машинас в нас. Касьям тиан лабыдас бурса, аддишлутадж.